Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Эпидситуация в республике остается напряженной. Глава Якутии поставил задачу принять все возможные превентивные меры по снижению рисков осенней волны заболеваемости. Запуск отопления в положенные сроки. Коммунальщики города Ленск готовятся к новому отопительному сезону. В непосредственной близости от места ледового побоища на берегу Чудского озера появится памятник Александру Невскому. Айсен Николаев провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции с участием глав муниципальных образований. Он отметил, что ситуация в республике остается напряженной. Глава республики поставил задачу принять все возможные превентивные меры по снижению рисков осенней волны заболеваемости. Это приобретает особую актуальность в связи с возвратом людей из отпусков и началом нового учебного года. Айсен Николаев подчеркнул, что не должно быть допущено ослабление ограничительных мер. Другой ключевой момент – продолжать вакцинацию. Глава Якутии сообщил о том, что изменен общероссийский план иммунизации. Определена новая база для расчета вакцинированных – это 80% взрослого населения. Более того, Николаев отметил важность создания безопасных условий вокруг детей и беременных женщин. Необходимо наладить диалог с родительским сообществом для того, чтобы вокруг детей было вакцинировано как можно больше взрослых. Подобный принцип должен быть применен по вакцинации семей, где есть беременные женщины. За прошедшие сутки выявлено 145 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 82 в городе Якутск. На протяжении августа число новых случаев в среднем остается на уровне 150 в сутки. В последние дни наблюдается рост заболеваемости в Алданском, Нерюнгринском, Мирнинском, Сунтарском, Вилюйском, Усть-Алданском, Татинском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском районах. На сегодня в реанимациях находится 104 человека, из них 24 в крайне тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. В Рослесхозе заявили, что лесопожарные формирования в России необходимо увеличить на 50% для выполнения установленных нормативов по количеству сотрудников в сфере охраны лесов и борьбы с пожарами. В настоящее время численность лесных пожарных и работников парашютно-десантной пожарной службы в субъектах РФ составляет 16 тысяч человек. Для доведения численности лесопожарных формирований до нормативных значений необходимо дополнительно 8 тысяч человек, включая 1500 авиапожарных, говорится в сообщении Рослесхоза. При этом в Рослесхозе подчеркнули, что нормативы по количеству лесных инспекторов в России требуют актуализации с учетом внедрения новых технических средств в последние годы. После актуализации число лесных инспекторов может оказаться, наоборот, избыточным. По оперативным данным авиалесохраны на территории Якутии действует 119 природных пожаров. За сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 309 тысяч гектаров. На тушение задействовано более 3000 человек и 567 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС в рамках межведомственного маневрирования сил и средств МЧС России и Федерального резерва авиалесохраны. За сутки в 10-километровой зоне потушено 4 пожара. Остается действовать 7 природных пожаров, 2 из которых локализованы. В 2 раза сократилась площадь активного горения на пожарах за несколько дней. На особом контроле остается пожар в национальном парке Ленские столбы. Спасатели регионального управления МЧС России передислоцированы в усиление к задействованной группировке. Также сотрудники продолжают работу на территории Намского, Горного, Хангаласского и Чурапчинского районов, где сохраняется напряженная обстановка. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. За сутки авиация МЧС России применялась на территории Усть-Майского, Усть-Алданского и Хангаласского районов. Выполнено 23 вылета, совершено 16 сбросов, слито 132 тонны воды. Передислоцировано 55 человек и 4 тонны груза. В зависимости от погодных условий сегодня в плане на применение авиации ведомства близ населенных пунктов Эльдикан, Хандага и природного парка Ленские столбы.
Для добровольцев, которые борются с лесными пожарами в Якутии, организуют медосмотры. Обследования будут проводиться на базе поликлиник, Якутского онкодиспансера, Национального медицинского центра и офтальмологической больницы. Для этого будет четко отработана маршрутизация осмотра, а добровольческий штаб подготовит списки. На данный момент, помимо 8 тысяч пожарных, в тушении лесов занято более 1000 добровольцев. Ранее медицинские организации уже направляли на счет штаба собранные финансовые средства, медицинские препараты и средства защиты. Считаем, что сегодня необходимо провести какие-то отсроченные исследования. То есть мы для себя приняли решение, что это будет где-то через 2 недели, когда, если заболевание формируется, оно уже будет определяться нашими врачами. Это однозначно будет либо зеленый коридор в поликлиниках, если мы определимся, что это большое количество народу, либо если это будет небольшой контингент, порядка 1000-1200, как вот сегодня нам предварительно говорят, то мы определим единую медицинскую организацию, разобьем по графикам и будем приглашать их на диспансеризацию сами, чтобы это было комфортно и удобно в первую очередь нашим добровольцам. Чистка коллекторов, замена труб и промывка теплообменников. Ленские коммунальщики готовятся к отопительному сезону. Практически все котельные, тепло- и водосети готовы на 95%. На котельных и теплотрассах основного ресурсоснабжающего предприятия Ленска побывала Анна Кожевникова. Сегодня паровая котельная готова к отопительному сезону на 95%. Здесь провели ревизию запорной арматуры на газораспределительной установке. А также в летний период произвели техническое обслуживание насосного оборудования и сухую консервацию котлов. Это промышленная котельная Ленского предприятия тепловых и энергетических сетей. С 2016 года она была реконструирована и разделена на 2 – паровую и водогрейную. Первая подает пар для тепловых завес в гаражные боксы авторемонтных мастерских и автобазы «Алмаздуртранса», а также используется для других нужд. Водогрейная отапливает производственные объекты, такие как управление материально-технического снабжения, а также жилой фонд на мелиораторов и дом пожарной части. Одна котельная водогрейная на 22 мегаватта производительностью и паровая котельная на 15 тонн в час производительностью. То есть на водогрейной котельной установлено 5 котлов водогрейных, на паровой котельной установлено 3 котла по 5 тонн производительностью пара в час. Сегодня идет промывка теплообменников. Это последние штрихи в подготовке к отопительному сезону. На остальных котельных все работы завершены. Помимо подготовки котельных, в летний период проделана большая работа по ремонту тепловых сетей и системы водоотведения. К примеру, сейчас на улице Северной в теплотрассе завершается демонтаж труб и очистка канала. Так, по улице Ленина заменено 400 метров трубопровода. Следить за исправностью сетей и чистить коллекторы в летний период – это одно из необходимых условий благоприятного прохождения отопительного сезона. Большие работы сделаны по коллектору в части замены одного диаметра трубы на больший диаметр трубы. Это по коллектору улицы Ленина. Всего 247 у нас мероприятий, а на сегодняшний день 82% эти мероприятия выполнены. По отдельным еще ведутся работы, по некоторым не подошли сроки, никаких опасений нету. Все, что необходимо было закупить, у нас закуплено. А подрядчики обеспечены всеми материалами. Общая протяженность сетей этого предприятия – несколько сотен километров. 92% населения Ленска обеспечивает тепло- и водоснабжением и водоотведением именно эта организация. Поэтому подготовка основательная. И, как отметил руководитель, временное отсутствие отстраненных людей, которые отказались вакцинироваться, не повлияет на работу и запуск отопления в положенные сроки. 7 сентября. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В республике продолжается ремонт объектов культуры в рамках празднования столетия Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Работы проводятся за счет федеральных средств в 2 этапа. Так, будет отремонтировано 2 театра. Это Саха-академический театр, где проводится замена покрытия фасада, и театр коренных малочисленных народов Севера, в котором предусмотрен капитальный ремонт актового зала и кабинетов 1-го этажа. Кроме этого, работы проводятся и в Якутской балетной школе. Там были отремонтированы 3 танцевальных зала, часть кровли и система пожарной безопасности. Объем финансирования, который мы получили на эти работы, составляет больше 150 миллионов в течение 2 лет. А в целом план
нам дает возможность получить федеральное финансирование республиканское на объем 350 миллионов рублей на реализацию крупных значимых событий. Абитуриенты, желающие поступить на обучение по программам бакалавриата и специалитета, могут подать документы в Северо-Восточный федеральный университет до 23 августа. Набор на обучение продолжается по очной, очно-заочной и заочной формам на места в рамках контрольных цифр приема, оставшиеся вакантными после основного этапа зачисления. Конкурсные списки опубликуют 24 августа, и в течение суток абитуриенты должны будут подтвердить согласие на зачисление. 26 августа претенденты, предоставившие документы вовремя, станут студентами СВФУ. Глава республики Айсен Николаев встретился с членами сборной Якутии и финалистами 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Глава региона отметил, что в прошлом году молодые якутяне добились признания как сборная с наилучшим прогрессом среди всех субъектов страны. Также Айсен Николаев выразил надежду на успехи ребят не только на этом чемпионате, но и в будущей их профессиональной жизни. Напомним, что сборная Якутии на финале 9-го национального чемпионата представлена 26 экспертами и 32 конкурсантами, которые поборются за медали по 26 компетенциям. Соревнование пройдет с 25 по 29 августа в Уфе. В нем примут участие более 1800 конкурсантов. Более страшно и ответственно, я думаю, быть капитаном нашей сборной, потому что, если посмотреть результаты прошлого года, то они стали самыми прогрессивными, самая прогрессивная команда, которая завоевала 10 медалей. И, конечно, хотелось бы сохранить этот результат или даже улучшить его. И, мы постараемся это сделать. Я постараюсь, поддержать свою команду и будем надеяться на лучшее. Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский» с дружиной будет открыт на берегу Чудского озера в Псковской области осенью 2021 года. Композиция включает в себя 6 фигур спешившихся витязей, 3 конных фигуры, доспехи поверженного врага, а также флаговую группу. Памятник будет создан скульптором Виталием Шановым. Согласно задумке, памятник состоит из 3 частей. В центре находятся сами воины, над ними развиваются знамена с ликами святых, олицетворяющие небесные силы, помогавшие русскому войску. В нижней части памятника поверженные щиты врага. Образ Александра Невского в нашей скульптуре выглядит именно вот в этом возрасте, 21 год, именно вот с таким вот воодушевлением, с таким вот состоянием души победителя. Работа еще будет продолжаться, будет обрабатываться швы, чеканка, но все самое главное – это характер, образы, эмоции, все уже все здесь, в этом портрете. И мы последние, кто видим именно портрет на этой высоте, на уровне глаз. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.